приветствует Алексей Фратибор. Представляю вам работу «Создание кодекса прав и обязанностей детей для детей». С раннего детства дети должны понимать, что такое хорошо и что такое плохо, уметь жить в обществе, соблюдать и уважать законы государства. А это невозможно без знания прежде всего своих детских прав и обязанностей. Взрослые позаботились о наличии множества законов, но написано несложно и непонятно. Предположим, что дети недостаточно знают свои права из-за отсутствия единого кодифицированного сборника на доступном для них языке. С целью проверки этой гипотезы было проведено экспериментальное анкетирование, которое показало крайне низкий уровень знаний в изучаемой области. Затем проведено обучение детей с помощью созданного кодекса. Ему предшествовало долгое и кропотливое изучение законодательства, обобщение и выделение главного. Кодекс содержит 3 главы – права, обязанности и ответственность детей. В нем содержатся нормы законов разного уровня, от международного до местного. Каждая статья снабжена комментариями на простом и доступном для детей языке. А представленные моими друзьями рисунки делают его действительно детским, ярким, запоминающимся. Кодекс имеет 2 полезных приложения – памятка безопасности детей и список телефонов помощи. После обучения ребята прошли контрольное анкетирование, показавшее более высокий уровень знаний ребят в области ювенального права. Расширился перечень называемых прав. Дети стали различать уголовную, административную и гражданско-правовую ответственность. Таким образом, подтвердилась гипотеза о низкой правовой культуре детей вследствие отсутствия сборника законов на доступном для них языке, а также возможность повысить эту культуру посредством изучения вот такого кодекса. В перспективе будет интересно поработать над кодексом прав и обязанностей детей на якутском языке, государственном языке Республики Саха-Якутия, где я родился и живу. Спасибо за внимание.